Всем привет! В предыдущем видео мы говорили про периодическую таблицу химических элементов, и сегодня мы также продолжим говорить об этой таблице и поговорим про классификацию элементов, а именно классификацию по физическим характеристикам. И по этой классификации мы имеем такие группы, как щелочные металлы, щелочно-земельные металлы, переходные элементы, галогены и благородные газы. Ну, давайте же поговорим о этих группах более детальнее. Щелочные металлы находятся в группе 1 периодической системы элементов, и это высокореактивные металлы с меньшей плотностью, чем у других металлов. Также все щелочные металлы являются твердыми веществами, которые имеют низкую плотность и также низкую температуру плавления. Кроме того, щелочные металлы являются мягкими при разрезе и производят блестящую поверхность, которая быстро тускнеет на воздухе. Реакция щелочных элементов возрастает по мере того, как вы двигаетесь сверху вниз. Атомы каждого элемента становятся больше, сходясь вниз по группе. Это означает, что внешний оболочечный электрон удаляется от ядра и экранируется более электронными оболочками. Чем дальше электрон от положительного ядра, тем легче он может быть потерян в реакциях. Поэтому реакционная способность щелочных металлов возрастает вниз по группе 1. Говоря о реакциях, давайте же посмотрим, как щелочной металл реагирует с водой. Мы имеем металл плюс вода, и это нам дает гидроксид этого металла, который мы называем щелочь, и также газ водород. В природе в основном щелочные металлы встречаются в виде соединений разных солей. К примеру, хлорид натрия, всем известная поваренная соль, или хлорид калия и так далее, и разные другие соли. В Франции может происходить естественным образом, но только как продукт распада урановых руд. И период полураспада равен 21-22 минутам. И говоря об элементах, давайте же рассмотрим, как они используются в повседневной жизни. К примеру, литий используется в батареях. Соединение лития используется в литий-ионных аккумуляторах, которые являются перезаряжаемыми. Также литий используется в сплавах с другими элементами, такими как алюминий, медь, марганец, для использования в частях самолетов, к примеру. Также литий используется в медицине. К примеру, карбонат лития иногда используется для лечения психических заболеваний, таких как депрессия. И литий также используется в подводных лодках и космических аппаратах. А именно гидроксид лития используется для поглощения углекислого газа из воздуха. Также интересно заметить, как используется натрий. Он используется у нас в уличных фонарях, а именно так как пар натрия дает им свое желтое свечение. Также он используется в ядерных реакторах в качестве хладагента с хорошей проводимостью и низкой температурой плавления. Хлорид натрия, как говорилось ранее, это поваренная соль. Гидроксид натрия – очиститель печи, к примеру. Калий используется в качестве удобрения, является очень важным элементом для растений. Его обычно добавляют в виде хлорида, сульфата, нитрата или карбоната. Также калий, если вы не знали, используется в фейерверках и взрывчатых веществах, а именно используется нитрат калия или же хлорат калия. И еще одно использование – калий используется для сохранения продуктов питания. А именно нитрат калия помогает приобрести продуктам питания такое свойство. Раз, два, три. А теперь давайте поговорим про элементы группы номер 2 – щелочно-земляные металлы. Примерами элементов этой группы являются такие металлы, как бериллий, магний, кальций, стронций, барий и радий. Все эти элементы объединены тем, что имеют общие свойства, качества, свойственные для элементов группы номер 2.
И, допустим, то, что они не встречаются как свободные элементы, а более того, чаще всего встречаются в виде карбонатов или силикатов, фосфатов или сульфатов этих элементов. Также известно, что атомы этих элементов ослабляют 2 электрона, и что эти элементы являются менее реакциоспособными и по сравнению с чем элементами группы номер 1 щелочными металлами. Также известны физические свойства этих элементов, и можно заметить определенные тренды, обсуждая некоторые показатели. Допустим, говоря о температуре плавления, температуре кипения, мы заметим, что, двигаясь по таблице сверху вниз, эти показатели будут понижаться, в то время как плотность, допустим, элементов, она будет увеличиваться, если мы будем двигаться сверху вниз, что означает, что у радия самая высокая плотность среди всех элементов группы номер 2. Говоря о реакциях, можно показать несколько примеров, как элементы группы номер 2 реагируют с различными веществами. Мы знаем, что металлы восстанавливают кислород с образованием оксидов. Также вот тут мы видим, что металлы реагируют с водой, и при этом формируется у нас газ водород. Металлы восстанавливают галогены с образованием ионных галогенидов, что вы видите в этой реакции. А в следующей реакции вы видите, как щелочно-земляные металлы реагируют с водородом, и при этом формируется ионный гидрид. Также щелочно-земельные металлы уменьшают азот с образованием ионных нитридов. За исключением оксида бериллия, оксиды всех элементов являются основными, что означает, при реакции с водой образуются основы. И, конечно же, все карбонаты элементов группы номер 2 подвергаются термическому разложению. Говоря о применении этих элементов, стоит отметить, что щелочно-земельные металлы используются в военных целях, самолетах и в научных экспериментах, конечно же. Стоит отметить каждый элемент в отдельности. Допустим, магний используется в двигателях, электронике и легких сплавах, в то время как кальций используется в качестве восстановителя в процессе разделения других металлов из руд с образованием сплавов, цемента, пищевой промышленности. Такие элементы, как стронций и барий, не имеют много применений на самом деле. Однако стоит отметить, что стронций является фосфорицирующим материалом в фейерверках, допустим, а барий у нас используется в нефтяной промышленности. Говоря о элементе радий, стоит отметить, что этот элемент является продуктом распада урана, и, соответственно, можем понять, что он является очень радиоактивным, и поэтому опасным для использования, опасным для здоровья.